Ахәлабзиақәа Аԥсуа телехәаԥшцәа ефираҿы иҟоуп Адырраҭара академиа. Ежьҭара ҩажәижәаба Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ирымшуп. Есышықәса ари амш хымԥада иалкаан иазгәарҭон. Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа иаҵанакуа аинститутқәа злахәыз аиԥыларақәа мҩаԥыргон. Ҳтәылаҿы аҭҵаарадырра хырхарҭақәа зегьы аҿиареи аизҳареи ирымоуп. Уи знапалақәа ҳҵарауаа ирыбзоуроуп иара иахәҭоу аҩаӡара ахьамоу. Ишышәдыруа еиԥш ҳаамҭазы ицәырҵыз ачымазара иахҟьаны иара адунеи зегьы аҿеиԥш ҳтәылаҿгьы зҽызыԥсахыз рацәахеит. Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиеи уи иаҵанакуа аинститутқәа ирхадацәеи ҳҵарауаа есыҽны изеиқәымшәозаргьы ҭелла еимадоуп. Рнапы злакыз аусқәа иахьынӡауа инарыгӡоит. Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа президент Зураб Џьапуа иҿцәажәараҿы дазааҭгылоит ари ашықәсазы аинститутқәа ирылшаз лҵшәақәас ирымоу. Ежьҭара ҩажәижәаба Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ирымшуп. Есышықәса Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа хымԥада ари амш азгәашәҭон, имҩаԥыжәгон. Аха иахьатәи аамҭазы уи залыршахом ишьақәгылаз аепидемиологиатә ҭагылазаашьа иахҟьаны. Егьа убыс акәзаргьы ашықәс иалагӡаны хымԥада ҳҵарауаа русура аанкылаӡамызт, изларылшоз ала иарбан лҵшәақәоу шәара иалышәкаарц ишәылшо? Аҵарауаа русура ипкӡам. Иара академиа асистемаҿгьы, академиаҿ адагьы Аԥсны аԥсуа ҵарауаа русура ԥкӡам. Хымԥада ԥаса иҟаз ҭагылазаашьақәа рымам. Уи аԥхьаӡа иргыланы сызҿу ҵарауаа русқәа, ртемақәа иизаны ирыхәаԥшыроуп. Аицәажәарақәа еиуеиԥшым мҩаԥыргалароуп. Президиума лассы-лассы ҳаилатәон, ҳара иаҳҳәап, уигьы иахьатәи ала иаанкылоуп. Насгьы зегьы ирызку ҵарауаа ҭҵаарадырратә ныҟәарақәа еиуеиԥшым аҭҵаарадырратә конференциақәа ирылахәуеит. Уи ада даҽакала аҭҵаарадырра ҿиаӡом. Ҳара уи азыҳәан иаԥҵагьы ҳамоуп, иаҳҳәап, ашықәс анҵәо еиҳа еиҳаны, еиҳа ихадароу аҭҵаарадырратә конференциақәа ирылахәыз апремиақәа раҳҭоит, агьиуеит зҳәаз еиԥш. Иаҳа еиҳаны акьыԥхьымҭақәа ҟазҵаз апремиақәа раҳҭоит. Иаахҵәаны араҟа хымԥада ҳҭагылазаашьа даара иаруадаҩит. Иҟоу аепидемиа, иҟоу ачымазара бааԥсы. Ҳаихьӡарақәа ртәы уҳәозар, сынтәа иаҳҳәап, диплом изааргеит ҳара ҳколлега ҳакадемик Лиосик Ианкәиԥ Аиба Урыстәыла академиа ду далахәылахеит. Атәымтәылатәи алахәылаҳәа убас еиԥш ахьӡ ихҵоуп. Уи хымԥада ихьӡара дууп ҳа ҳзыҳәа. Иара Аԥсны, иара ида ус еиԥш ахьӡ аӡәгьы ихьӡам. Ус еиԥш аҭҵаарадырратә хьӡы уи ҳа ҳзы иаанаго рацәоуп хымԥада. Иара убас сынтәа даара агәыӷьра аадырԥшит аԥсуа ҭҵааратә институт анапхгара. Урҭ аалаган конференциа ду иҿыркааит. Даараӡа ирацәаҩны аҵарауаа ааит, ибзианы еиҿкаан. Конференциа иеиҿыркааит Санкт-Петербургтәи аҟазара иазку аҭҵааратә институти, аԥсуа ҭҵааратә институти даара ибзианы имҩаԥыргеит. Уигьы са стәала даара ихьӡара дууп. Иара убас аекономикеи азинер институт аҿын кандидат диссертациақәа рыхьчара мҩаԥыргеит. Ҩыџьа ҵарауаа аҿарацәа кандидат диссертациақәа рыхьчеит аекономика азыҳәа. Ӡиӡариа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә премиа рауит ҳара ҳҵарауаа агуманитартә аҭҵаарадыррақәа рзыҳәан ҳара ҳҵарауаа ҩыџьа аӡәы еиҳабӡа Шота Хычиԥа Салаҟаиа, егьи аҭоурыхҭҵааҩ Наалак Асланӡиаԥҳа, уи аԥсуа ҭҵааратә институт директор дихаҭыԥуаҩуп. Абри иԥымҵәаӡакәан аимадарақәа ҳамоуп иаҳараӡак Урыстәылатәи аҵарауааи ҳареи. Убри аганахьала иаҳҳәап, уажәы Урыстәылатәи аҭҵаарадыррақәа ракадемиаҿын аицәажәарақәа ҳарҿуп. Анҭыҵтәи аусқәа рзыҳәа сыцхырааҩ даҿуп аҷкәын Тимур Габичиа. Аиқәшәара онлайн формат ала убас еиԥш аицәажәара ҳнапаҵаҳҩуа, насгьы уи ҳнапы зҵаҳҩуа Урыстәылатәи аҭҵаарадыррақәа ракадемиа апрезиденти сареи, насгьы ҳнапы зҵаҳҩуа аԥсуа ҵарауаа, Аԥснытәи аҵарауаа материалтә лшарақәак рнаҭо
ҵаарадырра аганахьала-лашарақәа рнаҭо убас иҟалап ҳәа гәыӷра ҳамоуп. Уажәы ааигәоуп федералтә университет Урыстәылатәи иҟан делегациа ректор аԥхьа дгыланы Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аҿы аиццәажәара иара убас аԥсуа ҵарадырратә институт дареи ара академиаҿы аиқәшәара ҳаман убарҭ аусқәа ирыдҵо уажәы аимадара ҳаман напхгари сареи уажәы ааигәа ҭелла дара араны иҟоуп делегациа еиҭахгьы иҵегьы ааигәаны аиҿцәажәарақәа ҟаҳҵарц, иҵегьы ааигәаны аиқәшаҳаҭрақәа ҟаҳҵарц еиԥш убас гәаԥхара рымоуп дара, насгьы даараӡа иазҿлымҳахеит ҳара ҳаекономикеи азиньыр институт убарҭи дареи уаанӡагьы рыман аусеицура еиуеиԥшым ахырхарҭақәа рыла убарҭ аусурақәа рыдҵара даараӡа ирҭахханы иҟоуп, ҳаргьы хымԥада уи ҳахаҵгылоит иаҭаху ҟаҳҵап ҳәа гәыӷра сымоуп. Иара убас аконференциақәа ртәы ҳҳәозар абыржәы ааигәа дымшәа дмырҳа Алиса Матулаԥҳа лара лхаҭагьы нас дхәышәтәҩуп, дыжәдыруеит, ҵарауаҩуп, ипит директор ихаҭыԥуаҩ лоуп. Убри даараӡа ҵак ду змоу аконференциа Урыстәыла далахәын, лықәгылара, лцәажәара ҵак аман иҟан даараӡа иахьатәи азҵаарақәа, иахьатәи зегь раҳа иактуалтәу адунеиаҿ азҵаара абри ковид зеижә ҳәа иҟоу иазкны иара лара лхаҭагьы директор Зураб Бессон-иԥагьы оперативтә штаб аҿы иҟоуп, иалоуп зҳәаз еиԥш абри ҳакадемиа иахьатәи аамҭазы иқәнаргылоу азҵаарақәа актуалра рхы рыланархоит ҳәа сыԥхьаӡоит, ус иҟоуп. Аконференциақәа аганахьала иаҳҳәап Виачеслав Чрыгба, иара Заур Шьалашьаа, абыржәыҵәҟьа Махачкала дыҟоуп Гарик Сангәлиа, археолог. Сынтәа убас иҟалеит, убас еиԥш иҟалеит иара ашәҟәҭыжьра аганахьалагьы, аусумҭақәа рҭыжьра аганахьалагьы дара ихьӡарақәа ҳамоуп. Шоҭа Ҟасҭеи Ԥарсҭаа ишәҟәы ҭыҵит. Иара убас Зинаида Габуниа ишәҟәы ҭыҵит. Нури Багаԥшь ҳаҭҵааҩы ишәҟәы ҭыҵит. Валери Кәарҷиа быжьтомкны иҟоу иусумҭақәа ҭижьит. Ари са сгәанала дара ихьӡара дууп, иаша шәасҳәап. Иара убас Аслан Аҩӡби, Илана Гигиеԥҳаи ашәҟәы ҭрыжьит. Антон Аршба иԥсҭазаара иазкны, Руслан Гәажәба зҿык ҳарадари ду ашәҟәы ҭижьит. Адиаспора рҭоурых, рфольклор, ркультура, ртрадициақәа ирызкны Руслан Қапба ҳҵарауаҩ лыԥшаах ҩ-шәҟәык ҭижьит сынтәа иалагӡаны. Даараӡа уи гәырӷьартә иҟоуп иаҳҳәап ҳара ҳаспирант Фарид Кобахиа, Николаи Ачба иареи еилахәны аҩы акультура, Аԥсны аҩы акультура иазкны ашәҟәы ҭрыжьит. Уи аӡыргарагьы ыҟан, ирдыруеит ҳауаажәлар. Убас еиԥш аихьӡарақәа рацәаҩны ҳамоуп. Уи иацлеит даҽакгьы иаҳҳәап ҳара иазгәаҭаны иҳаман иҟаҳҵараны Владислав Арӡынба сынтәа ишықәсоуп, иубилеитә шықәсоуп. Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа имҩаԥнагараны иҟан аҭҵаарадырратә конференциа аԥсуа ҭҵааратә институти, Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университети алахәны. Аха иҟалаз аҭагылазаашьа, ауаа рацәа реизара ахьыҟамло иахҟьаны уи макьана ҳнахан ҳаҟоуп. Ихәыҷык иҵегь аҭагылазаашьа иеиӷьхар ҳәа. Убас еиԥш ҳаиҵахарақәа рацәоуп. Убас сынтәа убас еиԥш иҟалеит илыԥшааху ҳҵарауаа. Иаҳҳәап Сергей Бибиа, ҳакадемик Олег Угәарамиа, Лиосик Аиба, Зураб Амқәаб, иара са схаҭагьы снадҵаны аиубилеиқәа рымоуп. Аиубилеиқәа шьоукы ԥшьынижәа, шьоукы ханижәаба, шьоукы ханижәа. Аха иҟалаз уи ауп, абарҭ арыцхәқәагьы ҳара ишаҳҭахыз еиԥш
инеиҵыхны иҟаҳҵартә еиԥш аҭагылазаашьа ҳмоуит. Ҵарауаа тәамҩахә рымамкәа усура иаҿуп. Русура арԥсыҽит, еиҭасҳәахуеит. Иҟоу аҭагылазаашьа бааԥсы, аҭагылазаашьа хьанҭа, рыпланқәа ԥхасҭанатәит, иаԥсахит. Аха еиҭасҳәахуеит, иахьатәи атехникатә, атехнологиа ҿыцқәа рхархәара иабзоураны иаҳҳәап 1%-к рҟынӡа имнаӡозаргьы иҟаҳҵо. Ҳус еиҵамхакәаны ишцац ицоит ҳәаратәы иҟоуп. Шәцәажәараҿы иазгәашәҭеит ҳҵарауаа хымԥада русқәа нарыгӡон иахьынӡарылшоз, аха нас иҿыцны русураҿы иалагалоуп ҳәа ҳҳәарц иҳалшо иахьатәи аамҭазы аимадарақәа ахьмаҷу иахҟьаны онлайнла аусура аконференциақәа ҽрылархәра. Иарбан конференциақәа хаҭала ҳҵарауаа злахәыз, насгьы шәара имҩаԥыжәгаз иҳамоу информациала аҵыхәтәантәи аамҭазы акымкәан аконференциақәа шәрылахәын, абри онлайнла имҩаԥыжәго апроблемақәа ҳәак рацума, намзаргьы иҟоума ибзиоу аган, ишәҳәарц ишәылшои убри аганахьала? Еибабарада, ҽакала уҳәозар аусура. Уи аганахьала ҵаарадырратә конференциақәа аҽрылархәра иаҿуп ҳҵарауаа имаҷымкәа онлайн аформат ала. Уигьы хымԥада плюсқәагьы амоуп, аха минусқәагьы ыҟоуп. Изламаншәалам рацәаны иҟоуп хымԥада. Насгьы ара даҽакгьы иахәаԥштәуп, ҳара биԥара, аиҳабыра биԥара ҳамоуп аҵарауаа. Зыхьӡ адунеи иадыруа, зыхьӡ Аԥсны анҭыҵ ирдыруа ибзианы. Урҭ иаҳҳәап иаҳа ирцәыхьанҭоуп онлайн формат ала конференциақәа рыҽрылархәра. Ажәакала, ари аҭагылазаашьа, епидемиа аҭагылазаашьа иҳнаҭаз ауадаҩрақәа хымԥада ирацәаӡоуп, даараӡа ирацәоуп. Хымԥада ихадароу ҳҵарауаа быргцәа ақәра змоу рыхьчароуп, ҳазыҳәа ихадароу хымԥада, рыхьчароуп иахьынӡаҳалшо, иахьынӡауа. Уи ҳаҿуп ҳара ҳтәала иахьынӡаҳалшо. Убри анаҩс аконференциақәа хԥас рылахәын, абарҭ иаҳхысыз амшқәа рзыҳәа ҳазҭоуамыз анҵәамҭаз. Акы Владикавказ имҩаԥысуан, уи абаев иԥхьарақәа ракәын, афбатәи абаев иԥхьарақәа. Уи схаласырхәит, ажәахә ҟасҵеит онлайн формат ала ауп рыхԥагьы зҽрылахәыз конференциа алагара рыдсныҳәалеит академиа ахьӡала, Аԥснытәи аҵарауаа рыхьӡала. Анаҩс аконференциа мҩаԥысуан Алтай шыжәдыруа ихароуп, уи онлайн формат уи аганахьала сарманшәалеит, салахәын иеицырдыруада рҵарауаҩ, епосҵааҩы, литератураҵааҩы, ашәҟәыҩҩы Суразаков иубилеи адҳәалан аконференциа ду мҩаԥыргеит. Уи аконференциа аҩныҵҟа астолгьежь ыҟан аепос иахьатәи аамҭаз аус адулара аепикатә традициақәа, убри салахәын, ажәахә ҟасҵеит. Анаҩс иаҳагьы ааигәаӡам Улан Уде уаҟа имҩаԥысуан аконференциа, даараӡа еиҵыху аконференциа. Араҟа иеиуеиԥшым аҳәынҭқаррақәа рҟынтәи, Европатәи аҳәынҭқаррақәа рҟынтәи ирацәаҩны, Урыстәыла анаҩсгьы ирацәаҩны иалахәын. Аԥсынгьы сара сыхьӡала ажәакала аконференциаҿы аӡбахә ҳәан, араҟагьы сара абри аепикатә традициа анагӡашьа иазкны аԥҳәыс репертуараҿы аепика традициа ҟалар шыҟало иҳәап аԥсуа ҳәсақәа репертуар Нарҭаа репос зҳәо, изҳәоз ирызкны ажәахә ҟасҵеит, ажәахәгьы ҿыцын, ибзиангьы ирыдыркылеит. Еиҭасҳәахуеит, ари даараӡа зформатгьы ҭбааз, зҵакы ҵаулаз конференциан. Убас иҟан Алтаитәигьы, убас иҟан Владикавказтәигьы.
Баев адунеи зыхьзыдыруа ҵарауаҩуп изысҳәо абарҭ аконференциақәа срылахәын, хымԥада здыра аԥсҭазаарагьы сырҭаз маҷымкәа иҟоуп. Зураб Жьот-иԥа нас иҟоуп агәыӷра хымԥада асеиԥш еицарым ҳәа бзиа аганахь зегь шьақәгылап ҳәа ҳгәы иаанагоит. Иахьатәи аамҭазы ҳҵарауаа ирзеиӷьашьарц ишәҭахи абри амш инадҳәаланы. Аԥсны аҵарадыррақәа ракадемиа иахьа иахагылоу апрезидент кьаҳасабала са сзыҳәа даара ихадароуп аԥхьаӡа иргыланы ҳҵарауаа аиҳабацәа ргәы камҳар, ргәабзиара ԥсыҽымхар, абри аахҵәаны иуҳәозар ачымазара хьанҭа рмыхьыр, иҩбахаз ҳҵарауаа абжьаратәиқәа иаҳагьы иӷәӷәазарц, иреиҵбацәоу иаҳагьы иӷәӷәазарц, ҳаспирантцәа ргәы камҳарц, ҿыц аспирантура мызкала адкылара ҳамоуп, аспирантцәа ҿыцқәа ҳауеит. Убарҭ аус рыдулара, напы адкылара иаахҵәаны иуҳәозар, абас сара ус избот абиԥарақәа аӡәи аӡәи еихаҳауа ҳҽеиԥшны Аԥсны аҭҵаарадырра шԥасҳәари, аус адулара ҳаҿуп, ус ицоит аҭагылазаашьа, уи ҳаинститутқәа зегьы рҿы, ҳауниверситет аҿы гәык-ԥсыкала ирыдсныҳәалоит ҳҵарауаа зегьы. Ҳҵарауаа аиҳабацәа, аиҵбацәа раԥхьа иргыланы ргәы камҳауа, гәабзиара роуа, финансқәа рганахьалагьы, аҭагылазаашьа егьи бааԥсызаргьы, уаҟа иҟоуп шьаҿақәак абзиара аганахьала. Акырынтә аицәажәара ҳаухьеит афинансқәа рминистр Владимир Делби сареи, Аԥсны Ахада Аслан Бжьаниа, иара ихаҭыԥуаҩ Бадра Гәынба хаҭала имҩақәиҭуеит аҭҵаарадырра аусқәа, аҭҵаарадырра иаҵанакуа аусқәа. Даараӡа угәы казмыжьша, даараӡа угәы зырӷәӷәаша аусқәа, амҩақәа рыԥшаара ҳаҿуп. Сара сгәыӷуеит даараӡа уаҵәы иаҳагьы ҳаиӷьхап ҳәа хымԥада. Ишәыдысныҳәалоит гәык-ԥсыкала ҳҵарауаа зегьы, Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет, аԥсуа институтқәа, Аԥсны иҟоу институтқәа, академиа институтқәа роуп сызҿу, зегьы гәабзиара, ахабзиара, аманшәалара, анцәагьы ҳихьчо, ҳахгьы ҳахьчо, убас еиԥш аҭагылазаашьа анцәа иаҳиҭаап. Инаҳагӡоит ҳдырраҭара. Аҵыхәтәантәи аамҭазы ҳцәажәарақәа зегьы зызку адунеи аҿаларҵәара зауз ачымазараҿы ауп. Ачымазара аилкааразы аҵарауаа иааҟәымҵӡакәа аҭҵаарақәа мҩаԥыргоит, аҳақьымцәа уи ахәышәтәразы еиуеиԥшым ахырхарҭақәа зырԥшаауеит. Акоронавирус атема ҳдырраҭараҿы анаҩс ҳазааҭгылоит. Уажәы ҳалацәажәоит даҽа ачымазара хкык. Уи аимҳәаршәаа ҳәа изышьҭоу ауп. Жәаҳәарада иаразы иԥшаауп алаҵа. Нас ус анакәха, уи ачымазаразы шьҭа шәарҭа ыҟам. Зыӡбахә ҳамоу аимҳәаршәаазы алаҵа рхәыцхьан акыр шықәсқәа раԥхьа. Ҿыц ииз ахәыҷы ҩымыз рышьҭахь иара изыҟарҵом. Аха аҵарауаа иахьашьҭа даҽа гәаанагарак рызцәырҵуа иалагеит. Зегь раԥхьаӡагьы алаҵа иҟоу мап шацәырымкуагьы, иаамҭоуп ҳәа ирыԥхьаӡоит иҿыцу алаҵа аҟаҵара. Ишырҳәо еиԥш лассы-лассы зҽызыԥсахуа аамҭа иҳаднагало аҿыцрақәа абраҟагьы ихымԥадатәиуп рҳәоит аҵарауаа. Убас жәашықәса раԥхьа Аҟәатәи аԥышәаратә патологиа атерапиа рҭҵаарадырратә институти, Гамалея ихьӡ зху аепидемиологиа амикробиологиа рҭҵаарадырратә институт алабораториа русеицура хацыркын. Аимҳәаршәаазы алаҵа ҿыц аус адырулеит. Алабораториа напхгаҩы абиологиатә наукақәа рдоктор Геннадий Каратаев иҳаҩсыз амчыбжьазы Аԥсны дыҟам. Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа иатәу аԥышәаратә патологиа атерапиа рҭҵаарадырратә институт адиректор, амедицинатә наукақәа рдоктор Зураб Амқәаб ибзоурала ҳара иҳалшеит уи иҿцәажәара. Геннадий Иванович, скажите, пожалуйста, а в чем необходимость, почему созрела необходимость создания новой вакцины? Ведь уже много лет
с расширения ВОЗа большинство стран употребляют, вакцинируют старой вакциной, и вплоть до последнего времени, в общем-то, вопросов к ней не было. А что случилось сейчас? Да, совершенно справедливо. Вакцина была, она была уже с 50-го года. Мы вакцинировали и в нашей стране, и в мире вакцинировано огромное количество людей, накоплен большой эпидемиологический опыт. Она показала очень приличную защитную активность. Но, как и любая другая вакцина, она не лишена недостатков. И вот прежде чем рассказать, так сказать, вот о конкретной конклюшной вакцине, я хотел бы сказать несколько слов о том, что такое вакцинация вообще, зачем она нужна и почему, собственно говоря, разработка новых вакцин – это естественный процесс движения и науки, и, так сказать, социальных методов защиты от конкретных заболеваний. Так вот, вакцина – это один из двух основных элементов профилактики заболевания. Это вакцинация и это набор санитарно-эпидемиологических и социальных мер, которые предпринимаются государством для защиты населения. Социальные и эпидемиологические меры включают в себя все, что происходит вот сейчас на примере ковида. Это и ограничение контактов, это и карантины. Все зависит от степени важности и сложности эпидситуации в данный момент. Говоря о коклюшной вакцине, первые вакцины представляли собой самые простые, то, что было, с чего начинало все человечество по любой инфекции. Они представляли собой убитую, как говорят, инактивированную бактерию возбудителя коклюши. Эта бактерия вводилась подкожно, и вырабатывались антитела, и вырабатывался клеточный иммунитет, и все было, в общем-то, неплохо. Но, по крайней мере, по мнению значительной части, так сказать, научного и общественного сообщества, было сделано заключение, что эта вакцина не вполне соответствует современным требованиям по безопасности. Но, к сожалению, так же, как и вакцина клеточная, она требовала многократной вакцинации детей. И несмотря на то, что она была более безвредной, никто не решался использовать эту вакцину раньше, чем через 2 месяца после рождения ребенка. А это, понимаете, возраст поздноватый для вакцинации. Раньше считалась исключительно детская болезнь. Сейчас эта болезнь, как вы знаете, она имеет более широкое распространение, и от нее болеют взрослые, болеют часто, или, скажем так, не очень часто, но болеют с явно выраженной симптоматикой и в тяжелых формах, более тяжелых, чем дети даже. От нее, скорее всего, они не умирают, но болеют много. Более того, диагностика этого заболевания достаточно сложна и основывается до последнего времени в основном на методах посева бактерий, ну и клинической картине, естественно. Так вот, эта диагностика срабатывает очень плохо, и посему количество реально заболевших людей значительно выше того, что приводят современные цифры. Так вот, все это вместе, оно и заставило сформулировать идею о создании новой бесклеточной вакцины, которая была вот создана. Мы начинали с того, чтобы хотели найти модель, которая бы не позволила нам, так сказать, позволила, вернее, определить реальную болезнь обезьян, чтобы смоделировать процесс у человека. До сих пор нет такой модели. Не было. Не было модели. Но от коклюша вакцина ведь проводится, делается же прививка от Вот, коклюша я вам, давно. да, вот я вам об этом и говорю. Тем не менее, Да. все равно до Вот. сих пор люди Совершенно замечательный вопрос. Вот этот вопрос как раз и относится к тому, что такое вакцина. Первая вакцина была убитая. Вот целые бактерии с полным набором антигенов были даны человеку подкожно. Прекрасно. Вторая вакцина была очищенная. Она содержала меньше набор антигенов. Она была более безопасна, как будто бы, но давала ответ даже по антителам. У нас пока нет критериев других для оценки иммуногенности вакцины, кроме как антитела. Нету. Ни по этой вакцине, ни по другой, по крайней мере, в широком масштабе. Антитела и эффективность в эпидопате, когда вот то, о чем вы говорите, люди, тем не менее, болеют.
Это просто означает о том, что иммунитет не пожизненный. Известно, что та вакцина, которую сейчас можно вакцинировать теоретически, вот, ревакцинировать взрослых и детей, это вот та самая бесклеточная. То есть вакцина тоже сама поменялась, да? Безусловно. Вот новая. Быть вакцина. Да, нет, используется старая. Никто не доказал, что она плохая. У этой вакцины, как показано в модели на обезьянах, она не защищает людей от заражения. Она защищает людей, и прежде всего детей, от тяжелого течения заболевания. И вот, собственно, то, что мы делали, это попытки создать такую идеальную вакцину на основе живых бактерий, возбудителей коклюша. Вот скажите, пожалуйста, мы сейчас вплотную подошли. Отличие, значит, той вакцины, Да. с которой мы сейчас работаем, от старых, скажем, вакцин. Вот что, на ваш взгляд, что составляет ее большую эффективность? Главная разница между этой вакциной и достаточно современной бесклеточной вакциной – это то, что она будет, как мы считаем, при сохранении безопасности, полнейшей безопасности для любого возраста детей, в том числе и с нулевым возрастом, то есть после рождения. Вот что важно, Да. Она будет защищать людей от попадания инфекции и от возможности развития в конкретном человеке. Если это окажется справедливым, то тогда мы сможем добиться, как с оспой, элиминации возбудителя вообще из популяции. Потому что он не живет нигде, кроме как в человеке. Он не живет ни в мышах, ни в других каких-то организмах, теплокровных, нет его. В отличие от чумы, например. Чума ведь тоже не живет в человеке, она убивает его, а потом она уходит в грызунов, и все очаги в грызунах находятся, а потом человек снова заболевает и так далее. Поэтому, а здесь нет другого носителя, только человек. Значит, если нам удастся добиться, прервать распространение инфекции, ну, с ней можно бороться, и от нее излечивают, и, так сказать, она... Да, цепь прервана, и все, и человек этот перестает быть носителем. В отличие от того, что происходит сейчас. Сейчас бесклеточная вакцина, наоборот, индуцирует возможность распространения этого возбудителя при сохранении спокойной ситуации медицинской. Вот это главная вещь. Я хочу, чтобы вы подчеркнули все-таки положительные качества. Вот новая вакцина, на ваш взгляд, будет, для нее нужно меньше будет подходов к человеку? Скажем, Да. Две вакцины. Вы совершенно справедливы. Первая идея наша была, и наша, и французских исследователей, собственно, пока вот известно в мире только две группы, которые занимаются такого рода вакцинами. Одна – это в институте Пастера во Франции, и вторая вот в нашем институте совместно, так сказать, с коллегами. Первоначальная идея была такая, что мы провакцинируем один раз. Причем, запомните, обращаю ваше внимание, это не инъекция младенцу, это в нос. Это просто капли в нос. Значит, и вот эта одна вакцинация такая будет достаточной для, так сказать, мы от этой идеи не отказываемся. Но вот сейчас мы провели уже клинические исследования на людях, у нас прошли две стадии клинических исследований на людях, провакцинировано уже около, где-то в общей сумме без плацебо, значит, около 50-70 человек. И, ну, я уже говорил, что никаких побочных эффектов тут не наблюдается, но мы увидели, что вторая вакцинация дает вполне ощутимый бустерный эффект. То есть он усиливается, этот эффект, и по разным показателям, о которых сейчас мы не будем говорить, но некоторые из них принципиально новые, и доказывают ее эффективность уже не в эпидопыте, когда мы на сотни там, или десятки тысяч людей провакцинируем, да, а прямо в лаборатории доказываем, что она эффективна. Это тоже никто еще не сделал. Вот, и это позволило сделать только модель обезьян. Вот, и сейчас мы это, так сказать, сейчас нам легче значительно от этапа к этапу переходить, у нас за спиной стоит вот это вот доказательство. И, значит, поэтому мы сейчас считаем, что эта вакцина, скорее всего, мы ее будем использовать 2 раза, с перерывом 2 месяца, капли. Первый и через 2 месяца еще раз, по крайней мере для детей. Для взрослых, возможно, это не понадобится. Никаких инъекций, просто капли в нос. Ну, чтобы разработать новую вакцину, ну, приблизительно сколько времени должно? Правильный вопрос, интересный вопрос. Я понимаю даже, почему его задаете, этот вопрос. Значит, понимаете, везде, в том числе в России и во всем мире, существуют некоторые
схемы, по которым проверяется безопасность вакцины, ее иммуногенность, это первые этапы доклинических и клинических исследований, а потом эффективность. И это касается не только вакцин, но и всех медицинских препаратов. Но в отличие от других препаратов, вакцина в 99% случаев, ее эффективность может быть доказана только при широком использовании на людях. В противном случае все наши разговоры основываются на понимании нашем сегодняшнем, на сегодняшнем уровне научной мысли, понимания ее эффективности. Это не значит, что они верны всегда. Понимаете? И поэтому, вот исходя из этого принципа, все понимают, что первые два этапа необходимо провести для того, чтобы доказать безопасность вакцины. Пожалуйста, первый этап. После соответствующего клинического исследования, в частности на обезьянах, как в нашем случае, тут же есть масса мелких животных, до этого проводится. Потом люди выходят на первую группу клинического исследования, когда подбирается доза и определяется безопасность. Это здоровые люди, в нашем случае были в возрасте с 18 до 40 лет. Мы следим за их состоянием здоровья, за их, так сказать, показателями лабораторного изменения крови и за аллергизацией и прочее. И за эффективностью, в некотором смысле, за антителами пока, скажем. И мы говорим, что вот это время, для этого обычно первые, ранние, что ли, результаты через 2 месяца получаются. 2 месяца. Понимаете, после получения положительных результатов через 2 месяца, это не мы придумали, это международная практика. Через 2 месяца мы имеем право подавать разрешение на следующий этап исследования, где проверяется в большей степени уже эффективность. И, конечно, безопасность. Например, в нашем случае это были 50 человек. Значит, вот смотрите, мы там еще изменили схему вакцинации, да? И весь цикл, если говорить о самом продолжительности эксперимента, занимает 4 месяца всего лишь. Но между первым и вторым проходит большое время, не потому что это нам нужно время, а потому что есть бюрократия. Бюрократия, которая дает деньги, которая рассматривает по 4 месяца, и так далее. И, наконец, после этого этапа мы выходим на многоцентровые исследования. Вот сейчас мы начинаем это исследование, где будет 250 человек. Значит, там снова безопасность, снова иммуногенность. И после этого по существу клиническое исследование заканчивается. Дальше получается регистрация препарата. И после этой регистрации выходят на широкую, так сказать, популяцию. К сожалению, очень много людей болеют, и молодых, особенно сейчас, во второй волне. Тяжело. Можно заболеть? Нет. Понимаете, если вот в том смысле, в каком мы сейчас с вами говорим, когда есть реальная, если сделана правильная вакцина, если она сделана вовремя, с соблюдением того, как положено это делать, не разгильдяйски, а как положено, то человек, если он даже и получит, повторяю, все зависит от тех 2 механизмов, о которых мы говорили. Есть вакцина от заболевания, а есть от распространения. В идеале совместное, и то, и другое. Так вот, если даже человек получил, просто сумасшедшую какую-то дозу вируса, бактерии, то он не заболеет так, как он заболел бы, если бы он, так сказать, в лучшем случае он переболеет, вот то, что говорят сейчас, бессимптомно, увеличив, опять же, уровень своей защиты, потому что идет бустеризация, увеличив возможность защиты остальных людей вокруг себя, тем, что он не передаст никому ничего. То есть тут и вот те самые математические модели и исходят из того, что если 80% будут вакцинированным, да, кто-то не хочет, это его проблема. Но, да, он подвергается заболеванию, безусловно, но он не создаст пандемии. Вот и, собственно, в этом основная проблема вакцинации. Новизна нового подхода вот при создании этой вакцины, я сейчас имею в виду применение обезьян для доклинического исследования, потому что нам известно, что при создании вакцин до этого использовались мелкие животные, в том числе грызуны, а мы используем обезьян. Да. Из общих соображений понятно, что обезьяны ближе всех к человеку по своим, так сказать, характеристикам, что называется. И поэтому, конечно, из общих соображений это естественно так. Потом кроме того, коклюш, например, да, во-первых, все вакцины на последнем этапе, особенно сложные, стараются проверить на приматах. Ковидную вакцину, безусловно, в том числе, и, собственно, основные результаты доклинических исследований получены на обезьянах. Но
ни на каком другом модели нельзя воспроизвести ни процесс кашля, ни симптоматику многую, нельзя воспроизвести возможность передачи этой инфекции. Это все позволяют сделать обезьяны. Кроме того, вот когда мы начинали эту работу, тогда еще был 10-й год, и никаких публикаций из современных на эту тему не было. Потом пошли много публикаций из Америки, из Калифорнии, которые делают то же самое, что и мы. То есть мы доказали, и американцы тоже, они, правда, делали от обезьяны к обезьяне. Мы тоже такую публикацию имеем от обезьяны к обезьяне, передача. А мы доказали от человека к обезьяне, да. И причем тут важно даже не то, что от человека, а бессимптомно. Раньше считалось, передача происходит в процессе кашля. Мы опровергли, ничего подобного. Можно без всякого кашля передать возбудитель, то есть человек не будет больным и получит это. И вот, собственно, весь этот комплекс привел к тому, что мы вот на той вакцине, которую мы создали в институте, мы ее проверили по полному циклу доклинических исследований, показали все этапы безопасности, иммуногенности, инфицировали обезьян вирулентными бактериями. Они не заболели, у них никак не изменились после этого лабораторные показатели. То есть никакого коклюша у них не развилось. И, собственно говоря, эта вакцина пошла в клинику, и это, безусловно, было важным этапом для получения клинических результатов. Но вот сейчас мы продолжаем это исследование на новом, так сказать, уровне. Мы переходим к тому, и уже начали свои исследования, что мы будем исследовать, брать в работу обезьянок первого месяца жизни. И уже начали эту работу. На следующем этапе мы, скорее всего, спустимся до нуля, то есть просто новорожденных обезьян. Это само по себе хорошо сказать, а ведь такой модели тоже нет. Мать-то не отдает его, надо как-то придумать, как, так сказать, с этим справиться. Да. И вот таких публикаций тоже единицы. Так сказать, на младенцах мало кто работает. И вот если нам все это удастся провести, мы получим возможность доказать, что да, мы можем использовать на младенцах, поскольку это обезьяна, то я очень рассчитываю, что нас не заставят проводить клинические исследования с 18, там, 16, 13, потом и так далее. Она, возможно, разрешат перейти на более ранний возраст детей сразу. Ну, не на младенческий, конечно, но он какой-то более ранний. Это вопрос. И вот это тоже все обезьяны. Без этого эксперимента мы ничего не доказали бы, нас просто не приняли. Вот Геннадий Иванович несколько раз говорил о моделях обезьян. Я хочу, чтобы это прозвучало, ведь впервые в мире была создана модель коклюшная на обезьянах, макаках резус. Да, там на это приоритет, который принадлежит нам. А ведь если создана модель, для этого институт и создавался. Создавать модели заболеваний разных. Если есть модель, то можно с любой стороны подходить лечить это заболевание. Да, именно так. Я думаю, что, Геннадий Иванович, если можно, если вы не против, я хочу, чтобы вы коротко по всем 10 годам прошлись наша совместная работа. Да, ну вот если действительно коротко, то, собственно, первый год это было создание модели. Мы должны были понять, мы же не знали, болеет ли коклюшем. Вот те предварительные данные, которые были там 30-40 лет назад, они не регистрировали само заболевание. То есть вот как кашель, характерная черта. Что такое коклюш? Это кашель, изменение определенных лабораторных показателей крови, это выделение возбудителя. Вот это, собственно говоря, основные показатели. По-моему, 4 или 5 у нас было в модели разных вариантов. 5 вариантов, да. И с учетом того, что, так сказать, надо понимать размер животного, сложность с ней работы и так далее, мы на тот период остановились на макаках резус. И вот когда мы такую модель создали, мы уже решили на ней проверять вакцину. Поэтому вот мы все это сделали на обезьянах, подобрали дозу инфицирующую, так сказать, долгая работа. В конце концов выяснилось, что такой-то дозы мы увидим патологический процесс, развивающийся по тем-то или иным, так сказать, показателям. И после вакцинации увидели, что все это вот происходит отлично, что она блокируется, что обезьяны, так сказать, мало того, что они здоровы, ничем, у них никаких проблем нет, они все остальные их показатели жизнедеятельности нормальные. А потом, значит, как я сказал, мы перешли уже на младенцев. Ну, да, нам надо кровь брать, там какие-то манипуляции проводить. Поэтому мы были вынуждены перейти на гамадрилов,
который все-таки покрупнее младенец, с ним начали. Вот это уже тоже модель. Мы пока это еще не публиковали, этот результат, но вот он готовится к публикации. Даже мы уже его подготовили, но был вот этот самый карантин, который не позволил, так сказать, провести ту конференцию, для которой мы его готовили. И вот теперь мы, значит, надеемся, что нам удастся этот вариант решить. А вопрос с фундаментальными исследованиями, он, конечно, к сожалению, пока отложен. Ни в России, ни тем более в Абхазии нет на это средств для того, чтобы такого рода. А это сложные генетические манипуляции, так сказать, для того, чтобы создать нужные штаммы. Их, вообще говоря, ну, есть, конечно, в мире, но сейчас вот я буквально перед отъездом, ну да, перед болезнью, это в мае месяце разговаривал с французами, они обещали прислать штамм с нужными мутациями. Ну вот ковид этот и все, так сказать, нам. Ажәакала, аусурақәа аӷьырак хыркәшоуп. Анаҩс иаанхаз аус анагӡароуп. Уи знапы иану хымԥада аҵыхәанӡа анагӡара рылшып. Алаҵатәы ҳаналацәажәо иҟоуп уи анаамҭоу иааиԥмырҟьаӡакәа иҟазҵо, аха иҟоуп зынӡа мап ацәызкуагьы. Уажәы адунеи иалаҵәаз акоронавирус ҳаамҭа маҷ иалагӡаны алаҵа зырԥшааит. Уи акәша-мыкәша ацәажәарақәа даара ирацәоуп, абраҟа ицәырҵуа азҵаарақәагьы маҷым. Аҟәатәи аԥышәаратә патологиа терапиа рыҭҵаарадырратә институт аҿы ари ачымазара темала алекциа мҩаԥылгарц ааԥхьара лырҭеит амедицинатә наукақәа рдоктор Людмила Синиашина. Аинститут анапхгара изларҳәаз ала алекциа ауаа рацәа адрымԥхьалаӡеит, иҟоу аҭагылазаашьа иахҟьаны. Нет людей, понимаете, с возрастом, у которых не происходит изменений именно в этих клетках, по которых я вам рассказала. Они обязательно будут. А за счет того, что идет гликирование глюкозы, гемоглобина и всего остального, естественно, у людей, у которых есть сахарный диабет, этот процесс не происходит вот прям так, как у кого это все в норме. Правильно? Вот отсюда группа риска диабетики. Группа риска все, абсолютно. Даже маленькие дети, у которых есть аллергия. Потому что аллергическая реакция, она дает тот же самый эффект нарушения организма, что я вам рассказала. Поэтому на его аллергическую реакцию ложится вот этот процесс, который создает вирус, и получается вот эта тяжелая форма. Гамалея ихьӡазхои эпидемиологиеи амикробиологиа рыҭҵаарадырратә институт алабораториа напхгаҩы. Абиологиатә наукақәа рдоктор Геннадий Каратаев иҿцәажәара иацаҳҵоит. Анаҩстәи ҳазҵаарақәа зызкугьы акоронавирус азы ицәырҵыз алаҵоуп. Вы говорите, что десятилетиями разрабатываете эту вакцину. И тут вот у нас в последнее время только вот о коронавирусе говорится все. И в последнее время уже появилось, нам говорят, что вакцина от коронавируса. Да. Но прошло совсем мало времени. В ВОЗе на сегодняшний момент находится более 150 вакцин из разных стран против ковида. Понимаете? И это, значит, причем многие из них прошли основные этапы, по крайней мере, доклинического и клинического исследования. Вакцина, например, российская, например, нашего института, да, она создана на базе уже разработанной платформы, которая уже лет 5 тестировали. И последнее ее испытание закончилось в прошлом году в Гвинее на десятках тысяч людей. И она была направлена против вируса Эбола. Но я сказал платформа. Платформа – это то, на основании чего создается вакцина. Да. А добавить к ней тот или иной антиген – это не проблема. И ее безопасность, по крайней мере, никак от этого не уменьшается. И это всем понятно. Поэтому она совсем не из ничего возникла, эта вакцина. Она возникла уже из практически готовой, зарегистрированной вакцины, у которой поменяли один компонент. Вот эффективность этой вакцины никто вам не будет гарантировать, кроме того, что гарантирует наш директор. То, что сказал я вам. 1 на 3200 и выше титр антител после 2 вакцинаций. Это означает, что по имеющимся, так сказать, на сегодняшний момент критериям, которые мы можем применять безопасно, так сказать, чтобы никого не обманывать, эта вакцина должна быть иммуногенной. И она будет защищать сколь долго, насколько она будет защищать от носительства. Это вопрос решения времени. Это никто не ответит. Все, что угодно. А вот те, которые переболели коронавирусом, им нужна вакцина?
Вот смотрите, у нас сейчас, и не только у нас, во всем мире разрабатываются 3 типа вакцин, ну, их больше, я просто назову те, которые есть в России. Одна вакцина создана так же, как я вам сказал про коклюшную, на базе убитого вируса. То есть вирус, вирулентный вирус ковид, инактивирован тем или иным способом, либо химически, либо термообработкой. И этот препарат, уже явно неинфекционный, проверенный по специальным тестам на инфекционность, вводится людям. Там полный набор всех антигенов. Это вакцина, которая сейчас еще не закончила, пока не зарегистрирована, это вакцина Чумакова института. Теперь вакцины, которые делает Вектор. Это вакцины, которые тоже весь мир делает, не в смысле ковида, а вообще технологически. Это то, что я говорил про коклюш. Это бесклеточная вакцина, когда отдельные субъединицы или их части синтезированы тем или иным способом, либо микробиологически, либо путем химического синтеза. Эта вакцина тоже априори, но в значительной степени, но кроме возможных проблем с аллергизацией, безопасна. И она тоже сейчас находится на стадии регистрации. Она, безусловно, дает иммунный ответ. И, наконец, третья наша вакцина – это вот вакцина, которая создана на базе аденовируса. Но слово аденовирус здесь тоже пугаться не нужно. Она тоже не живая в прямом смысле, но это способ доставки гена, который будет синтезировать нужный белок, вот этот S-белок, который сейчас считают все самым важным. Все делают. Да, все делают его. И вот сейчас, я говорю, эта вакцина прошла испытание вот в том полном объеме, 5 лет уже и так далее, и на уже людях, там 1000 человек. И она тоже проверена сейчас, и она уже будет использоваться как производство. Это некий промежуток между крайней, так сказать, вакциной, где целый вирус, и вот этой вакциной, где синтетические. Здесь только один антиген, который на сегодня является самым важным. Почему я вам говорил, что чтобы создать вакцину, нужно многое знать о возбудителе. А для того, чтобы много знать, надо им заниматься. И вот чем больше этим занимаются люди, тем более совершенные вакцины они будут создавать. Еще один вопрос про коронавирус. Да. Вакцина или должны переболеть? Что лучше или что? Вот понятно. Этот вопрос можно ставить только в одном контексте. Ну, если, так сказать, относиться к этому как-то без сумасшествия, да, о котором я уже говорил с англичанами. Значит, здесь важно только одно. Будет ли вакцина защищать столь же эффективно, сколько будет защищать человек, иммунитет, который сформировался после заболевания? На этот вопрос ответа нет. Вообще нет. И быть не может, потому что его просто не существует из-за того, что такой вопрос не ставился. Но если эта вакцина, если это заболевание уйдет через 2-3 года, то, может быть, и не стоит все это. А если она будет с нами всегда, я имею в виду не вакцина, а заболевание, что мы будем делать? Поэтому лучше вот здесь явно подстраховаться, чем... А слово «страховка», безопасность этих вакцин практически не вызывает сомнения. Вопрос в иммуногенности, но это вопрос уже защиты. То есть человек почти не рискует, получая эту вакцину, если это не какие-то, говорил, системные заболевания. Так что вот такова ситуация. Ваш вопрос понятен, но здесь на первое место выходит 3-й этап, на котором изучаются побочные эффекты. Ведь первый этап – это безопасность, второй этап – это эффективность, и только 3-й этап – это побочное явление. Геннадий Иванович, вот есть такая прослойка людей, так называемые диссиденты от коронавируса, которые отрицают с порога, во-первых, существование коронавируса, во-вторых, та же часть, но вооружились какими-то конспирологическими теориями, боятся, что их чипируют в ходе вакцинирования. Вот как вы относитесь к этим людям? Что касается отказа от вакцинации, так сказать, если по каким-то разумным соображениям, боязнь того, что какой-то будет побочный эффект или чего-то, об этом я уже говорил, что
Такой эффект нельзя исключить ни при каком лечении, будь то, так сказать, медикаментозное лечение при заболевании или при вакцинации. Поэтому, а что касается конспирологических теорий, ну, здесь, так сказать, вопрос такой, что его обсуждать бесполезно. Чипирование, как сейчас совершенно справедливо говорят, мы все ходим с телефонами. У нас столько гаджетов, что нас не надо чипировать. Что нам не надо чипировать. Мы, понимаете, каждое наше обращение в информационное пространство через гаджет, оно не просто, то есть я не говорю, что за нами следят, спасибо Богу, кому мы нужны, но оно не умирает, оно находится где-то. И вопрос только в том, есть нужда складировать эту информацию для потом переработки или ее нет. У кого есть, тот ее складирует. И возможности, и, так сказать, у кого нет, тот этого не делает. Знаете, это не тот уровень, так сказать, доступности. Но я не вижу смысла для вот такого рода широкого использования. Но это же гигантские информации. Их же надо перерабатывать. У нас еще нет таких мощностей для того, чтобы этого добиться. Когда-нибудь кто-нибудь, но тогда не будет чипирование идти через какую-то там вакцинацию, кому это надо. Это, мягко говоря, две разные отрасли. А найдут другие способы, если кто-то поставит такую задачу. Поэтому не надо об этом говорить. Это диссидентство не от большого ума, а скорее всего, как я говорю, никакого диссидентства как такового в масштабе не существует. Оно существует в управляемом виде. Это моя конспирология, но тем не менее это показано на политических, на научных, на любых. Да, фармацевтические фирмы, им это очень выгодно. Вакцинироваться нужно. Просто Да. необходимо. Я даже не хочу повторять сейчас те траты, но у нас сегодня такая ситуация, нет такой семьи, нет определенного круга, где бы кто-то не заболел. А еще хуже, люди умирают. И самый последний вопрос. Вот, Геннадий Иванович, вы уже почти 2 недели здесь. Да. Вот как на ваш взгляд, адекватная реакция нашей медицины, нашего правительства на вот эту вот пандемию? Понятно, да. Я, вы знаете, даже удивлен. То есть я многое, так сказать, ну, поскольку мы общаемся с коллегами уже плотно, и с теми, которые в администрации у вас находятся, я имею в виду и медицинской, и такой, и вот, так сказать, с учеными, и меня, в общем-то, удивило, что люди в понимании своем вполне находятся на том уровне, в каком должны находиться. Другой разговор, насколько это удается довести до людей, но делают для этого, как я смотрю по телевидению, в общем-то, все. Да, да. И более того, вот, заходя в магазин, в аптеку, так сказать, я, во-первых, вижу объявления, во-вторых, реально люди просят одеть маску, если по каким-то причинам ты ее не надел. И это совершенно справедливо, так и нужно, по-другому, потому что никакая мощность, ни ваша, ни даже наша, не справляется с потоком больных, которых нужно госпитализировать. Поэтому это очень коварная вещь, и здесь главное не потерять время, а потерять время можно при массовых заболеваниях. Ничего тут не поделаешь. Мощность есть мощность, они никуда, откуда не возьмутся. Поэтому надо профилактика, вакцинировать, нужно о себе соблюдать, о себе думать, нужно думать об окружающих. А это значит соблюдать пока то, что можно требовать. А требуется, в общем-то, не так много. Известный нам человек, который у вас тут был в свое время, он, когда ему сказали, ну как же, вот люди устали носить маски, уже столько времени. Он говорит, ну товарищи, ну это, говорит, что такое? Вы, говорит, вспомните, как это было во время войны. А ведь это война, об этом идет и речь, это настоящая война, в которой гибнут люди. И, так сказать, только еще хуже, потому что не виден противник, потому что можно о чем-то думать, что, может быть, меня это не коснется. Не пуля прилетела, и ага. А вот, так сказать... Ачымазарачкы яхҟьаны иаанкылоуп есыҽнытәи аусқәа. Шәларбжьаратәи агәабзиарахьчаратәи иҿкаарақәа ааԥхьара ҟарҵоит ауааԥсыра ачымазара рҽацәырихьчаларц, иахәҭоу аԥҟарақәа хырҩа арымҭаларц. Ари аамҭалатәи ҭагылазаашьоуп, хымԥада иҟоуп агәыӷра уаанӡатәи аԥсҭазаарахь ахынҳәра. Акыр иаԥсоу ателехәаԥшцәа уахатәи ҳдырраҭараҿы ҳаззааҭгыларц ишәзеиҭаҳҳәарц иаҳҭахыз абарҭ атемақәа ракәын. Абзиаразы анаҩстәи ҳаиқәшәара аҟынӡа зегьы шәгәы бзиаз.